Здравствуйте, с вами журналист Олег Желмин и телепрограмма «Точка взаимодействия». В Москве состоялся форум о транспортной доступности России. С небольшим докладом выступил председатель правительства России Михаил Мишустин. Я всех вас рад приветствовать на международном транспортном форуме, который в этом году проходит в уже 17-й раз, чтобы вместе обсудить планы повышения связанности нашей страны, наращивания грузовых, пассажирских перевозок. Ну и, конечно, уделим особое внимание вопросам развития транспортной инфраструктуры. Как подчеркивал наш президент, это чрезвычайно важно для будущего России с ее огромной территорией. Несмотря на санкционные вызовы, отрасль динамично движется вперед, обеспечивая надежное снабжение промышленного сектора, бизнеса, ну и, конечно, что самое важное, наших людей всеми необходимыми товарами и услугами. Финансирование государственной программы развития транспортной системы в федеральном бюджете предусмотрено около 1,5 триллиона рублей ежегодно. Все приоритетные проекты включены в транспортную стратегию, утвержденную правительством. Второе направление – это укрепление связанности территорий и повышение мобильности нашего населения. Крайне важно в решении этих вопросов опираться на мнение граждан, на местных жителей и смотреть, какие маршруты, какие виды транспорта наиболее востребованы и наиболее значимы. Это та самая обратная связь, о которой говорит постоянно наш президент. На возможности путешествовать по стране и в целом на качество жизни людей значительно влияет ситуация с состоянием дорожной инфраструктуры. Я нахожусь в Нижнем Бестяхе на переправе в город Якут, в столицу Якутии. В честь наших транспортников можно сказать одно. Это уникальная переправа, и здесь отлажены все действия транспортников на воздушных подушках. На сегодня это одна из лучших переправ России, наверное. Я так могу утвердить. Одни суда переходят через торосы, которые приходится каждый день преодолевать, а потом пересаживаются на суда тоже воздушных, с воздушной подушки, только уже без защитного, как вы видите, без защиты. Как переправляетесь? Отлично. Лучше всех. 202-й Бестяха. Жалоб нету. Левый новостроен. Только вот такой вид транспорта может, да, вот как это у нас Аэропорт. аэропорт, да? А особенность его в том, что дно можно защитить, да? Защита корпуса. Пластик, металл, пластик, да? Как пассажиры не жалуются? Нет. На что им жаловаться? Они наоборот, да, счастливые, что доберутся домой или в командировку. Надо уехать. Не платите. Нет. А конструктив этого судна отличается от того, да? А чем? А тут? А ванна, да? С пропеллером. И он как ледокол, да, поверхность. Водорос по тростнику ходит. Максимальная скорость у этого судна до 120. Примерно так. Ну не разгоняем, зачем? Куда нестись?
Когда мост построят, подушки останутся. Расстояние вот, не знаю. И до какого числа вы собираетесь еще ходить будут они в таком виде? Ну, официальное открытие. А, пока дорогу зимник не сделал. Правильно, правильно. Бабушка. По трансферу. Вперед. Проверяй, короче, надо трансфер. Трансфер достаем сразу. Да. Достаем трансфер. Что бы посоветовали? Да смелости побольше. Да? И не переживать, безопасно все у нас. А вообще, как это сказать? Потом Надо лучше- тепло не, одеваться, нет? Да, ну да, желательно потеплее. Всякое бывает на дороге же. Можно и сломаться на острове, тормознуть, остановиться маленько, небольшой ремонтик. А так, смелости побольше, еще раз говорю. А так у нас безопасные перевозки. Сейчас я нахожусь на переправе Якутск-Нижний Бестях, а именно 202 квартал. Отсюда идут суда на воздушной подушке, которые перевозят людей на ту сторону. Перевозками пассажиров на воздушных судах в Якутске занимается компания Лена Водсервис. Мы поговорили с руководителем и с одним из учредителей этой компании. Борис Алексеевич, сколько лет уже занимаетесь? 30 лет. На воздушных подушках уже 20. А так мы организовали бригаду нашу 93-го года. Вообще раньше как вот 30 лет назад переправлялись? Наверное, многие забыли, наверное, уже. 30 лет тому назад, вы знаете, когда еще воздушных подушек не было, народ бедствовал. Это вертолеты, самолеты Ан-2. Всегда переполнены, люди неделями ждали, в аэропортах давили друг друга. Но знаете, какое ожидание это было, чтобы перелететь, это счастье было для людей. Понимаете, я сам лично в советское время перелетал на вертолетах, на самолетах на ту сторону. Это мучение одно было, вы что. С приходом нашей бригады, вот то, что мы создали, облегчили народ, скинул тонну с плеч насчет вот переезда с Нижнего Бестяха в Якутск или обратно в ту сторону. У нас бригада вообще самая такая мощная, дружная. 25 единиц, 5 ботов и 20 воздушных подушек. Мы работаем так, без остановки. У нас навигация 9 месяцев. Как говорится, капитаны дальнего плавания отдыхают. Мы работаем с апреля, начинаем, заканчиваем в декабре месяце работу. Ну, ради бога, если мост будет, так будет. Кому-то по мосту надо ездить, груза пойдут, наверное, товар пойдет осенью. Весной эту функцию мы выполняем. Наша бригада полностью 14, 15, 16 организаций с нами заключает договора. Кроме пассажиров, мы весной очень много перевозим товара народного хозяйства, что необходимо городу Якутску. Мы сами себя обеспечиваем, залазим в кредиты, долги, влаживаемся еще как влаживаемся. Это одному Господу Богу известно. Все дорожает. Сейчас санкции, топливо постоянно растет, понимаете. Это же все туда надо влаживаться, вкладываться. Да и то мы, вот смотрите, как получилось. Даже вот в этом году мы всего на 500 рублей добавили. На 500 рублей. Вот с пересадкой, когда в прошлом году 3500 было, а нынче по 4000 с пересадкой. Лена встала река, боты мы убрали, аэроботы наши. Так, дорогу очистили, наняли 20 грузчиков, 2 дня они чистили нам дорогу. Это все за счет нашей бригады. Мы сами со своего кармана все оплачиваем, проплачиваем, чтобы быстрее скинуть цену и работать обратно. На 2000 упали. Тут даже, вот как Алексеевич уже сказал, дело даже не в бензине, а потом человек посчитал на диване, на бензину столько тратит, заработал столько, а вот каждая шкурочка 5000 стоит, их 32 штучки больших, не считая маленьких. В смысле, шкурочки вы Вот имеете? эти, вот это вот защита, да. Вот это защита? Да, вот
эти, вот, видите, отдельные, большие. Она каждая 5000. Вот эти маленькие по 3000. Юбка 50 тысяч стоит, допустим, одна. А это можешь ты сезон отъездить хорошо, а можешь вырвать все. То есть куда, как в какие торосы залетишь. Ну вот по сложности, по опыту, по сложности, насколько наша река коварна? Ну, наша река серьезная. Допустим, если вы хотите сравнить вот как с Амуром, я тоже был на Амуре. Для нас Амур это, ну, не в обиду ребятам будет сказано, это семечки. У нас река очень сложная. Ну, как бы говорю, Алексей сказал, то, что мы уже с опытом все это отладили, все это совместно с аэроботами. Наступает период, вступают, как говорятся, в бой аэроботы, там дней 10 свою работу выполнили, встали и уехали. То есть у нас работа уже слаженная. Хотелось бы обратить внимание на то, что льготно для пассажиров на этом виде транспорта в нашей республике нет, потому что нет субсидирования для льготников. Перевозчики иногда идут навстречу, и на сегодняшний день все участники СВО пользуются услугами перевозчиков бесплатно. Такого нету. Даже в мире нету, чтобы создать такую большую бригаду и работать хорошо, перевозить вовремя людей, чтобы люди ажиотажи не стояли в очередях, не кричали и так далее. Самое главное нам это пассажиры наши. Пассажиры груза. Вот на чем мы нацелены. Мы своих пассажиров очень любим и уважаем. Это первое. Во-вторых, пускай они не паникуют. Мы всегда их доставим от точки до точки, как положено. В любое время, и так и мы и работаем в любое время. Туман, не туман, снег, не снег, ветер, не ветер, дождь, не дождь. 9 месяцев это наша бригада, она вот сервис работает. И пусть они приходят. Мы всегда ждем их. Если построят мост, данный вид транспорта в республике останется востребованным, потому что Якутия одна из больших территорий, где находится большое количество рек и озер. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» теперь имеет возможность создания имиджевых телепрограмм с дальнейшим размещением на телеканалах и в социальных сетях. Подробности на сайте Округ ТВ. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.